Вакансии есть, но самих работников нет, констатируют в Центре занятости населения Назрановского района. Рабочие руки требуются на швейной фабрике в сельском поселении Алиюрт, где официально числится около 1600 безработных. На сегодняшний день у нас порядка 401 вакансия, на сегодняшний день, которая зависит. Из них основная масса – это у нас подана швейной фабрикой О4 Бра, где основная масса, почти 400 человек нужно там. Это все швеи, во-первых, технологи, раскройщицы, упаковщицы, основная масса. И несколько индивидуальных предпринимателей, которые подали заявки тоже на единичные рабочие силы, которые нужны, единичные вакансии. Вакансии, которые здесь представлены, устраивают не всех. Тем не менее, в текущем году удалось трудоустроить около 700 граждан. Дошкольные учреждения были, и школы были, которые в этом году открывались, они тоже трудоустраивали в рабочие места граждане. Были и акционерные общества, и индивидуальные предприниматели, которые подавали заявки, даже в рамках 362-го постановления, куда граждан тоже трудоустраивали. В общем, порядка чуть больше 600 человек мы трудоустроили в 2021 году. Если ранее без визитов офис Центра занятости было не обойтись, то сейчас процедура постановки на учет упрощена. Нужно всего лишь подать заявление на портале госуслуги. Инспектора Центра обрабатывают данные. В общей сложности это вопрос 11 дней. Минимальный размер пособия составляет 1500 рублей, максимальный – 12 500 рублей. Цифра варьируется в зависимости от некоторых факторов. Если минимальный размер человека, который ранее не работал, у него полагается 1500. Если человек, допустим, работал и уволен с работы, то его пособие по безработице зависит от заработной платы. Это получается, как первые 3 месяца он получает 12 130, но он получает 75 заработной платы, но не более 130 тысяч рублей. Если он получал, допустим, следующие 3 месяца, вторые 3 месяца он получает 60% от заработной платы, но не более 5000 рублей. Вот в таком формате делают. Это получается как, это человек, который не работал, у него 1500. Человек, который работал, был уволен с работы, если он подал документ до истечения 6 месяцев, то ему получается, назначается максимальный размер пособия по безработице. И категория, которые как сироты, которые остались без сироты и обеспечения родителей, они получают среднюю заработную плату по региону в течение 6 месяцев. С открытием детских садов, школ и других социальных учреждений стали доступнее разные вакансии. Но не всех устраивают условия работы, географические расположения или рабочий график. В основном на рабочие специальности, да, потому что может их не устраивать заработная плата, может транспортная доступность, питание, много чего может граждан не устраивать. Но многие граждане именно от рабочих специальностей не хотят работать. На данном этапе, я приведу пример касаемо швейной фабрики. 4 Бра. Заявка подана, люди, порядка 200 человек, они уже трудоустроили на свои рабочие места, уже у них работают. И на данном этапе у них их заявка порядка 400 человек еще. Но проводится информирование, еще доводится, у них получается как? У них сейчас питание бесплатное, у них подвозка граждан, работников, которые есть тоже поставлены транспорт. Но все равно на те зарплаты люди, может, не соглашаются. Поэтому на рабочие специальности не сильно хотят идти на работу. Как рассказали в Центре занятости, Минсельхозрегиона уведомляла их, что требуются граждане на сезонные работы. Но и здесь мало кто откликнулся. И несмотря на то, что несколько сотен рабочих требовались в сад-гигант Ингушетия и в птицекомплекс Южный, услугами Центра никто не воспользовался. В целом, многие встают на учет по безработице из-за пособия. Отказываются в основном от работы. Основная масса, можно сказать, именно потому что в 2020 году было очень много выплат безработным гражданам. Поэтому основная масса шла не то чтобы работать, а получать пособие. Уровень безработицы в этом году в регионе, по данным Центра занятости, снизился до 6%. Этому способствовала реализация в Ингушетии ряда специальных программ. Всего на учете в Назрановском районе Центра занятости стоят более 15 тысяч человек. Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.